Добрый день, уважаемые коллеги, профессиональное сообщество Республики Коми, Коми Республиканский институт развития и образования приветствует вас на библиохакатоне. Уважаемые коллеги, нам очень важно, что традиционно мы проводим библиохакатон в декабре. Это не случайная дата. Конечно, мы понимаем, что в течение 2020 года произошли очень важные изменения, которые связаны с развитием школьных библиотек. И, конечно, наименование нашего библиохакатона очень символичное. Библиотека и время. Новые реалии. Не случайно мы говорим о новых реалиях. Нам очень важно с вами осознать, что сегодня на уровне Республики Коми в исполнении концепции развития школьных библиотек и школьных информационно-библиотечных центров на уровне муниципальных образований нашей республики сформированы команды трансформации школьных библиотек. Хакатон, он и предполагает работу именно команд. Конечно, мы всегда говорим, чтобы прийти к какому-то результату, надо поставить цель. Именно такая цель и поставлена в республиканской концепции. Да, она была утверждена Министерством образования Республики Коми уже 2 года назад. И именно в рамках данной концепции самая важная цель – это создание условий для трансформации школьных библиотек. Но кто же является участниками данных трансформаций? Конечно же, наши библиотекари, наши школьные библиотеки. И сегодня хакатон будет посвящен представлению опыта именно команд образовательных организаций, которые школьные библиотеки преобразуют в школьные информационно-библиотечные центры. Да, сегодня именно школьные информационно-библиотечные центры – это действительно центры. И давайте подумаем, центры каких изменений? Центры изменений взаимодействия с обучающимися. Конечно, центры изменений, которые должны прочувствовать педагоги, ну и, конечно, родительское сообщество. Поэтому каждый из выступающих будет представлять именно свой путь. Путь непростой, но самое главное, надо оценить роль каждого участника данной трансформации. Потому что здесь многое зависит не только от одного лица, хотя, конечно, всегда у нас есть инициатор, креативный школьный библиотекарь, но, конечно, если не будет поддержки на уровне образовательной организации, на уровне муниципалитета, к сожалению, мы не придем к результату. Поэтому сегодня наша цель как раз продемонстрировать не только изменение и создание новых школьных и муниципальных информационно-библиотечных центров, но каким образом эта работа была выстроена. Это могут быть проекты, а это могут быть уже процессы, которые введены в штатный режим. Поэтому, уважаемые коллеги, у нас очень интересное содержание. Я предполагаю, что в течение сегодняшнего дня мы вместе с вами, уважаемые коллеги, будем именно в открытом дискуссионном пространстве не только быть слушателями, но и задавать вопросы, выражать свое мнение. Потому что нам надо с вами говорить не только о настоящем, но и о том, каким образом мы должны дальше развиваться и выстраивать стратегию развития школьных и информационно-библиотечных центров. Уважаемые коллеги, вступительное слово и слова напутствия, ваш адрес были представлены. Я очень надеюсь, что мы начинаем библиохакатон действительно с позитивным настроем и ждем профессиональных результатов от каждой команды. Спасибо, уважаемые коллеги. Добрый путь. Галина Владимировна, большое спасибо за приветствие участников. У нас сегодня формат очень интересный, с онлайн-трансляцией. Подключены очень многие районы муниципальные к нашему вещанию. В данный момент уже более 40 человек, по-моему, подключились.
Формат очень интересный, мы проводим в нем первый раз, поэтому всем удачи и хороших выступлений. Хочется отметить тот факт, что в Республике Коми каждый год увеличивается количество библиотечных центров. Только в этом году их стало на 3 больше. Сегодня многие из них выступают у нас на Библиохакатоне. И первое слово, кому я хочу предоставить, это муниципальный информационный библиотечный центр. Они единственные у нас в республике. В прошлом году они стали победителями республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека», после чего получили статус муниципалов. Пожалуйста, Ангелина Васильевна, приглашаем вас для выступления в нашу онлайн-студию. Приглашаем, Галина Владимировна, спасибо большое. Да. Слово нашим самым старшим в республике. Здравствуйте, уважаемые коллеги. В качестве муниципально-информационного библиотечного центра школы номер 26 города Сыктывкара мы работаем 1 год. И сегодня я, Ангеловская Нина Васильевна, представляю несколько интересных идей из нашего опыта. Мы очень надеемся, что наши находки пригодятся в вашей практике. Первое, о чем хотелось бы рассказать, какие мастер-классы были представлены на открытии МИПЦ в феврале 2020 года. Интеллектуальные игры, обзор современной детской литературы, обзор каталога электронно-образовательных ресурсов МИПЦ «Я иду искать», игротека. Но более подробно я остановлюсь на мастер-классе «Литературные перекрестки». Здесь наиболее полно была показана связь библиотеки с гуманитарными предметами. Мастер-класс был построен на детских проектах. Для того, чтобы создать подобные проекты, необходимо, чтобы у ребенка был интерес к чтению. И тогда он вам расскажет о музах известных поэтов, испечет настоящие пряники, как произведение Виктора Астафьева «Конь с розовой гривой». Ребята, однажды вдохновившись, создали литературный музей, где можно было увидеть Лесковскую блоху, розу маленького принца, воздушного змея из географической карты, как это сделал Петруша Гринев. Уважаемые коллеги, подобные мероприятия могут стать незабываемыми библиотечными занятиями. Одним из традиционных и уже любимых мероприятий стало поздравление с Днем Учителя. Мероприятие «Любимые книги учителей нашей школы» вдохновляет учеников и учителей на чтение. Теперь все ребята нашей школы знают любимую книгу директора нашей школы, строгого учителя математики и обожаемого учителя технологии и информатики. Теперь, кроме традиционной книжной выставки, создается презентация. Как приятный сюрприз, педагоги вытягивают из шкатулки цитаты из любимых книг своих коллег. Надеемся, что и в ваших школах ребятам будет интересно узнать о том, что любят читать учителя. И в конце своего выступления хочется рассказать о мероприятии нашего МИПЦ, которое гарантирует рост числа читателей. Каждая пятница в нашей школе стала мультяшной. Мы показываем качественные советские мультфильмы. Часто это тематические показы. Например, пятница, 13 ноября, была посвящена юбилею Стивенсона. И ребята смотрели «Остров сокровищ», превратившись в пиратов. Показ мультфильмов сопровождается проведением мастер-классов, викторин, игр, лотерей, рассказом занимательных историй. И зачастую после просмотра
ребята сразу заходят за книгами. Уважаемые коллеги, надеемся, наш опыт будет вам полезен. В книгах заключено особое очарование. Дорогие коллеги, желаем вам быть очарованными и очаровательными. Новых открытий в 2021 году. А сейчас я передаю слово Королевой Екатерине Николаевне, учителю русского языка и литературы, который в этом учебном году работает в МИПЦ библиотекарем. Здравствуйте, уважаемые коллеги, и мне точно так же хотелось бы поделиться с вами некоторыми находками и некоторыми идеями. Я думаю, что для вас не секрет, что нет ничего лучше хорошей книги в руках. А как же сделать так, чтобы ребята в это поверили? И вот как раз-таки в нашей школе мы очень часто сотрудничаем, учителя русского языка и литературы, с муниципальным информационно-библиотечным центром нашей школы. Итак, одна из идей заключается в том, что библиотека – это, конечно же, кладезь литературы разной, художественной, научной, документальной. И мы как раз-таки учимся работать с разными источниками информации. И начали выпускать свою газету под названием «Это интересно». Газета строится таким образом, что с одной стороны листочка предоставлена очень интересная информация, и вы видите, например, рубрики «Литература», «Человек», каких немного, посвящена Ивану Сергеевичу Тургеневу. Или, например, из области искусства, легендарная четверка, которая кратко рассказывает историю Битлз. Ребята должны очень внимательно прочитать эту страничку, а на обратной стороне им предлагается выполнить разные задания. И вот сейчас на слайдах вы увидите некоторые из подобных таких вот заданий. Им предлагается и раскрасить, им предлагается соединить стрелочками в таблице, им предлагается посчитать, например, сколько раз упоминается в газете название той или иной картины или фамилия художника. Кроме того, предлагается им настолько быть внимательными, можно следующий слайд? Настолько быть внимательными, что иногда даже здесь необходима и математика. Например, выпуск, посвященный Эрмитажу, предлагает, например, посчитать, сколько времени вам понадобится для того, чтобы обойти весь Эрмитаж, если на осмотр одного экспоната вам понадобится 1 минута. Все это можно посчитать, потому что вся эта информация как раз-таки есть в самой газете. Можно следующий слайд, чтобы вы увидели разные как раз-таки задания, где предлагается раскрасить, где предлагается поработать даже с картой, например, чтобы отметить музеи известные и в нашем городе, в Сыктывкаре, в Москве и в Петербурге. Следующий слайд, пожалуйста. Таким образом, газеты строятся все время на связи разных предметов. Здесь и история, и искусство, и литература, и многие другие предметы. Но вы наверняка, как вот работаете очень долго в качестве библиотекаря, можно следующий слайд, знаете, наверное, о том, что часто ребята прибегают для того, чтобы помогли, например, вы заполнить дневничок читателя, читательский дневник. Я в своей практике использую уже давно не читательский дневник, а дневничок читателя, зрителя, слушателя. Дело в том, что эта находка не моя, это как раз-таки придумано было еще учителем МХК, когда только-только этот предмет начинался. Но что мы сделали? Мы разработали небольшие логотипы для того, чтобы в толстой тетрадочке каждый раздел был выделен. Например, одна картиночка, и мы видим, что там будут записываться именно впечатления читателя. Другая страничка – это если вы посещаете выставки, то есть впечатления от просмотренного. И, например, вы послушали. Допустим, вы побывали в филармонии, послушали какой-то концерт, и вы делитесь здесь впечатлениями. Дневничок получается красочнее, интереснее, потому что ребята туда пишут не только свои впечатления, но еще прикрепляют билетики, делают рисунки. И как раз-таки вот это учит их еще и фиксировать свои впечатления и полученную информацию. И последняя тоже интересная идея. Можно следующий слайд, пожалуйста? Я вам покажу, как мы как раз-таки однажды сотрудничали, то есть учителя русского языка и литературы с нашей библиотекой, да, библиотечным центром. Дело в том, что на каждый день был предложен им один интересный вопрос, на который ребята должны были найти ответ в течение буквально там часа-двух. И в это же самое время они должны были получить карточку. То есть если вы на табличку посмотрите, то вы увидите, например, вопрос дня. В каких литературных произведениях встречается роза? И карточку, которую они получают, это символы любви.
было указано, что, например, вы должны принести ответ в библиотеку через час. И таким образом, конечно же, все ребята отправлялись в библиотеку для того, чтобы найти ответы и сдать свой ответ. И в итоге у них накапливалась небольшая картотека. То есть они узнавали и про символы любви, узнавали про псевдонимы писателей, узнавали про роковые дуэли и многое-многое другое. Поэтому мы надеемся с Ниной Васильевной, что те идеи, которыми мы поделились, пригодятся вам в вашей практике. Можно следующий слайд, пожалуйста. Вот вам одна из страничек «Декада по литературе. Случаи из жизни лицеистов». И в конце, можно следующий слайд. Мне точно так же хотелось бы поздравить всех с наступающим 21-м годом и сказать о том, что книга – это мечта, которую вы держите в руках. Поэтому мечтайте, и пусть ваши мечты обязательно исполнятся. Спасибо за внимание. Спасибо нашим участникам. Ну, достойное представление муниципального информационно-библиотечного центра. В комментариях вы нам можете написать, возьмете ли вы себе на вооружение данные, приведенные, которые используются школьным центром библиотечным. Может быть, кто-то уже использует эти ресурсы, возможности, либо делает подобное, чтобы у нас образовался некий такой диалог, что у вас и что происходит в других школах, которые сегодня будут представляться. У нас на связи сегодня Эмирова Елена Алексеевна, библиотекарь школьного информационно-библиотечного центра города Воркуты. Школа номер 40, которая представляла в прошлом году свою конкурсную работу и стали победителем. Воркута, вы с нами на связи. Елена Алексеевна, мы ждем выхода в эфир. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вам слово, пожалуйста. Меня слышно, да? Да, слышно. Ага, так, одну секундочку, сейчас я открою свою презентацию. Здравствуйте, хочу поприветствовать всех участников и слушателей Библиохакатона. Меня зовут Эмирова Елена Алексеевна, и я представляю свой опыт работы в информационно-библиотечном центре города Воркуты. С 2014 года я работаю в этой школе педагогом-библиотекарем. Ни для кого не секрет, что библиотека сегодня – это современное, содержащее не только книги, но и различные технологии пространства, необходимое для комфортной работы и проведения времени как учеников, так и педагогов. Здесь сосредоточены все возможные в условиях школы источники и средства информации. Это библиотека, фонотека, видеотека, компьютерный центр, а также виртуальные технологии. Современные школьники с раннего детства знакомы с компьютером, поэтому освоить новые информационные технологии для них проблемой не является. Наоборот, они очень рады, что у них есть большие возможности выбора получения знаний и проведения своего времени. Наряду с традиционными библиотечными уроками, читательскими конференциями ученики нашей школы занимаются и проектной деятельностью, а также могут получать информацию с помощью дистанционных и виртуальных технологий, о которых я с вами сейчас немножечко поговорю, расскажу вам об этом. В прошлом году наша школа победила в конкурсе «Лучшая школьная библиотека» Республики Коми и выиграла призовой фонд на сумму 200 000 рублей. На эти деньги мы приобрели в нашу библиотеку стойки, сделанные из органического стекла. Они обладают высокой ударопрочностью, и вот если случится такое, что вдруг они повредятся или разобьются, это стекло не образует острых осколков, тем более оно является экологически чистым материалом. Самое интересное, что выполнены эти стойки были на заказ по определенному дизайну, который придумал и разработал ученик нашей школы. На стойках мы выставляем проекты наших учителей, а также выставки новых учебников, учебных пособий, журналов и новинки художественной литературы. Встроенная подсветка позволяет полностью разглядеть текст и обложку, что в дальнейшем заинтересовывает наших маленьких читателей, и они с удовольствием просят взять почитать ту или иную книгу. Также мы приобрели
3 стационарных компьютера. Благодаря этому у нас появилась отдельная компьютерная зона с доступом к интернету. Одну секундочку. Ага. У наших детей появилась возможность пользоваться ресурсами Национальной электронной библиотеки, различными образовательными платформами для своих познавательных и творческих целей. Также эта зона стала зоной работы учителей. Еще мы приобрели очки виртуальной реальности, которые помогают ученикам улучшить качество восприятия материала. Плюсов у этой технологии очень много. Во-первых, это наглядность и детализация, то есть благодаря трехмерной графике ученики могут увидеть в самых мелких деталях весь процесс какого-либо действия, явления или рассмотреть какой-то предмет. Во-вторых, ученики становятся максимально сосредоточенными, они не отвлекаются на посторонние звуки, и происходит полное погружение в изучаемый предмет. Применяются очки в таких предметах, как физика, химия, история, а также для анатомии и медицины тоже очень могут подходить. Дополненная реальность создается с помощью компьютерных технологий, которые подают элементы в поле восприятия. И таким образом осуществляется взаимодействие в реальном времени. Ученик как бы попадает в центр событий и становится участником происходящего. Благодаря этому он быстрее запоминает и осваивает материал, а также, получается, отрабатывает его и на практике одновременно. Кроме этого, очки позволяют ребятам очутиться в любой точке мира, абсолютно в любом месте на планете и даже побывать в космосе. Ребята используют их в учебных целях, также работают над собственным проектом. Они создают обзорную панораму школы, чтобы можно было прогуляться виртуально по нашей школе из любой точки, пока что нашего города. Помимо этого, в нашей библиотеке находится стационарный увеличитель Топаз. Он дает возможность комфортно читать книги слабовидящим детям, позволяет рассматривать мелкие детали любого объекта. Для этого нужно просто положить объект на передвижной столик для чтения, выбрать желаемый уровень увеличения. Также можно выбрать любой цвет, приятный наиболее удобный для глаз. Экран имеет очень широкое поле обзора, поэтому столик можно зафиксировать таким способом, чтобы его не передвигать. Камера увеличителя расположена от стойки на расстоянии 21 сантиметр, что позволяет не только читать или писать, но еще и заниматься какой-то мелкой ручной работой. Например, можно вставить нитку в ушко иголки совершенно без проблем. И очень важно, что этот увеличитель совершенно прост в обращении, не требует каких-то специальных технических знаний и навыков для работы. И вообще в нашем информационно-библиотечном центре мы стараемся создать комфортные условия для наших читателей, для наших учителей, чтобы им удобно было обмениваться информацией, учиться, работать и просто проводить свободное время. У нас еще есть очень много задумок, планов и идей по усовершенствованию рабочего пространства библиотеки, которые мы будем стараться и стремиться реализовать. Если вас мое выступление заинтересовало, то можете написать мне на электронную почту или позвонить по номеру телефона. Спасибо за внимание. У меня все. Елена Алексеевна, большое спасибо за подключение. Завидно стало всем, я думаю, в республике, потому что у них нет такой библиотеки, как у вас. Мы очень надеемся, что в ближайшее время вы станете у нас муниципальным информационно-библиотечным центром. У вас все есть для того, чтобы расти дальше. Спасибо большое. Ну, и у нас есть с вами отзывы о приведенных примерах, да, уже более 50 человек подключились. Пишут, что очень хороший опыт работы представлен 26-й школой.
Воркута замечательно позавидовали в Воркуте о том, что там библиотека такая, да, красивая, большая. Но им не повезло немножко больше, чем нам. У нас готова к выступлению следующий участник Алена Леонидовна Минина, представитель библиотеки Жешерта, школа номер 2. Они тоже в прошлом году стали победителями конкурса «Лучшая школьная библиотека», получили немногим меньше. И сейчас у нас тема «Школьный информационно-библиотечный центр в селе, в сельской местности». Что это, зачем и как? Алена Леонидовна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня я представляю Жишерское муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа номер 2 Усть-Крымского района. ШИПС. Этапы перехода, как мы это сделали. ПГТ Жешерт. Замечательно. Shift. Переменной к лучшему. Наша школьная библиотека – это место, где мы создаем условия благоприятные для содержательного проведения различных мероприятий, праздников, вечеров поэзии, классных часов, библиотечных уроков, различных выставок, а также получения, конечно же, информационных ресурсов и выполнения различных проектов. И мы решили, что мы полностью готовы к созданию информационно-библиотечного центра. Решение пришло быстро, перепрофилировав 2 смежных помещения в библиотеку и в актовый зал. Подобралась у нас хорошая творческая команда. Это, конечно же, наш директор Касаткина Ирина Николаевна, завуч Горчакова Марина Петровна и библиотекарь. Мы приложили максимум усилий. Для реализации этого проекта была приобретена новая мебель, оборудовано современное рабочее место библиотекаря, стол для техники, столы для читального зала. Оборудовано рабочее место, пространство также с доступом в сеть интернет. В 2018 году наша библиотека приняла участие в республиканском конкурсе «Лучшая школьная библиотека Республики Коми». И мы заняли 2-е место в номинации «Комфортная среда». Так, в 2019-м библиотека становится школьным информационно-библиотечным центром на основе основных государственных стандартов, актов нормативных об образовании, о библиотечном деле, об утверждении концепции развития школьных информационно-библиотечных центров, разрабатывается приказ и положение о создании ШИПС. Они у нас размещены на сайте нашей школы. Рабочее место библиотекаря укомплектовано компьютером с доступом в интернет и архтехникой. Для посетителей ШИПС также есть моноблоки с доступом в интернет. Заключен договор с Национальной библиотекой Республики Коми о предоставлении доступа к электронной библиотеке Республики Коми. Далее, зона получения информационных ресурсов. Абонемент, читальный зал, большая у нас игротека, буккроссинг. Хотелось бы уделить внимание, это актовый зал со свободной гибкой организацией пространства. В будни это зона коворинга, в дни праздников это полноценный зал со сценой, звуковой и мультимедийной аппаратурой для проведения мероприятий. Сейчас вы видите зону проектно-исследовательской и коллективной деятельности, где совместно с киностудией «Патриот» мы создаем наши проекты. Наша киностудия – это тоже большая творческая команда, инициативные дети. Это учитель коми языка, который помогает с точным переводом и правильным произношением. И, конечно же, руководитель киностудии, который обучает ребят навыкам съемки и монтажа. Большую роль в работе творческой группы имеет библиотекарь, который организует работу творческих групп, помогает в подборе литературы, консультирует ребят. И наши проекты получили уже высокую оценку на уровне республики. Также на базе нашего школьного информационно-библиотечного центра организована работа школьного пресс-центра,
киностудии «Патриот», как я уже говорила, да, работа по реализации патриотического направления воспитательной деятельности школы, это основное направление, и игротека. Спасибо, коллеги. Мы всегда рады делиться опытом и всегда рады общаться с вами. Спасибо. Алена Леонидовна, большое спасибо. Это был пример, как из школьной библиотеки стать школьным информационно-библиотечным центром. Спасибо большое. Итак, мы продолжаем представлять опыт работы именно сельской школы. У нас на связи сегодня Манзаде Ольга Александровна. Это наши молодые шипцы. В этом году они стали только центром. У них опыт совсем небольшой, но они готовы поделиться тем, что у них уже получилось. Ольга Александровна, вы у нас на связи. Добрый день. Очень приятно. Вам слово, пожалуйста. Хорошо, спасибо большое. Добрый день, коллеги. Зачем нужен школьный информационно-библиотечный центр? Это моя тема. Сегодня все участники образовательного процесса, педагоги, учащиеся, библиотекарь стремятся к получению оперативной и полной информации с помощью как печатных, так и электронных ресурсов. Умение быстро находить информацию, оценивать ее и использовать в своих интересах стало необходимым навыком для каждого человека. В настоящее время назрела необходимость... Ой, сейчас, секундочку. Зависает. В настоящее время назрела необходимость преобразования библиотеки в школьный информационно-библиотечный центр, так как обновились формы деятельности школьной библиотеки. Начинали с традиционных библиотечных уроков, устных обзоров, читательских конференций, а сейчас сайты, блоги, проектная деятельность. Также школьный информационно-библиотечный центр должен стать фундаментом и необходимым условием для реализации федеральных государственных образовательных стандартов, то есть стать организационным и функциональным центром образовательного процесса. Также это нужно для совершенствования качества образовательного процесса в школе. Однако, чтобы создать полноценно действующий информационно-библиотечный центр, требуется... Не слышно, да? Пропал звук. Ага. Мы все прекрасно понимаем, это Усть-Уса, это далеко, и вышло, да? Связь с интернетом тоже не очень хорошая. По возможности у нас подключение идут без видеосвязи для того, чтобы было хорошо слышно. Ольга Александровна, у вас получилось выйти в эфир, да? Елена Владимировна, слышно меня? Да, сейчас Всё. очень хорошо слышно. Хорошо. Продолжайте. Ага. Так, в 2019 году школьная библиотека стала участником муниципального конкурса «Лучшая школьная библиотека». Мы заняли 3-е место и получили нашу первую награду в размере 25 тысяч рублей. На эти деньги мы приобрели востребованные хорошие книги, чему были очень рады. И при формировании заявки мы в первую очередь учитывали пожелания учащихся. В том же году мы решили поучаствовать в республиканском конкурсе в номинации «Школьная библиотека», чтобы привлечь денежные средства для оснащения материально-технической базы, и уже выиграли 60 тысяч рублей. И на эти деньги мы обновили интерьер и купили многофункциональное устройство, цветной принтер, сканер и ксерокс, и обновили немножечко книжный фонд. Одним из шагов к открытию информационно-библиотечного центра стало привлечение взрослого населения к обучению компьютерной грамотности. Мамы, бабушки приходили с планшетами, ноутбуками и обучались в школьной библиотеке. И сейчас мне приятно видеть их как активных пользователей социальных сетей. И проанализировав итоги своей работы, мы поняли, что можем создать условия для повышения уровня информационной культуры обучающихся и не только, и решили создать школьный информационно-библиотечный центр. Была собрана команда, директор школы, его заместители, группа учителей и я как библиотекарь. Мы разработали положение, создали официальную страницу ВКонтакте школьного информационно-библиотечного центра и получили новые возможности.
Ученики получили доступ к информационным ресурсам, расширили вид деятельности, пропагандирующей чтение, повышающей читательский интерес, и стало еще более тесным сотрудничество с библиотеками муниципалитета и республики. В этом году мы решили принять участие в конкурсе в номинации «Школьный информационно-библиотечный центр», так как формы работы значительно расширились, увеличилась читательская аудитория, активизировалась работа библиотеки. И в рамках республиканского конкурса мы провели сетевое образовательное событие, командами которого стали учащиеся из разных образовательных организаций муниципалитета. Мы очень надеемся на положительный результат нашего участия, и при получении денежного приза мы планируем реализовать проект «Уютный книжный уголок». Это создание дополнительной комфортной зоны для отдыха учащихся в рекреации второго этажа. Эта зона нам поможет немного разгрузить нашу библиотеку, так как ее площадь маленькая, и оборудовать место для чтения на переменах или после уроков. В планах приобрести многосекционный стеллаж для книг, диванчик, несколько модульных столиков и стульев, а также стол для юного библиотекаря. Таким образом, мы решим несколько задач: оформление пространства школы, расширение библиотечной зоны, создание читального зала. Кроме того, организуем проект «Поиграем в библиотеку», то есть в деловой профориентационной игре школьники будут в роли библиотекаря, сами будут выдавать книги, вести формуляры, регистрировать читателей и вести книжные блоги. И все это заранее обсуждалось совместно с детьми. Многие идеи и предложения, надеемся, скоро воплотятся. И когда изменится санитарная обстановка, связанная с неблагоприятными эпидемиологическими условиями, мы планируем провести общесельское мероприятие в волшебной Пушкинской стране. Проект был создан уже раньше, но известные события не позволили ему воплотиться. Кратко расскажу о проекте. Основными участниками проекта станут воспитанники летнего школьного оздоровительного лагеря, библиотекарь школьного информационно-библиотечного центра, сотрудник сельской библиотеки, воспитатели детского школьного оздоровительного лагеря и работники Дома культуры села Устюса. В сценических костюмах на многолюдные улицы села Устюса выйдут герои книг Пушкина в цилиндрах, роскошных платьях с веерами и тросточками. Они будут демонстрировать красочные книги сказок поэта. На улицах, во дворах домов будут стоять выставочные стеллажи с книгами автора. Таким образом, Школьный информационно-библиотечный центр дает возможность объединить детей и взрослых, проводить мероприятия на новом современном уровне и привить любовь к чтению. Надеюсь, я ответила на вопрос, зачем нужен школьный информационно-библиотечный центр. Спасибо за внимание. Ольга Александровна, удачи! Пусть ваши мечты сбываются в этом году. Планов громадье. Мы очень надеемся, что у вас все обязательно получится. В этом году Ольга Александровна стала участником республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека». И сегодня в 12 часов 30 минут будет церемония награждения, где участники узнают о том, кто получил какое место в этом конкурсе. Как уже написали в чате Ольге Александровне, да, с каждым годом выше и выше. Удачи и на этот год. Спасибо большое за выступление. У нас готова к выступлению Пикалева Марина Анатольевна. Это школьный информационно-библиотечный центр Выборгской средней общеобразовательной школы номер 2. Они у нас тоже работают совсем недолго в этом направлении, как центр именно. О том, что происходит в этой школе, вы узнаете сейчас от самого библиотекаря Марины Анатольевны. Вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут, как сказала Елена Владимировна, Пикалева Марина Анатольевна. Я являюсь заведующей школьного информационно-библиотечного центра муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Выборгская средняя общеобразовательная школа номер 2 имени Налимова. Тема моего выступления – от школьной библиотеки к информационно-библиотечному центру. Все мы прекрасно знаем. Не идет.
Все мы прекрасно знаем, что 15 июня 2016 года под номером 715 вышел приказ Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении концепции развития школьных информационных библиотечных центров. Данная концепция поставила перед общеобразовательными учреждениями задачу преобразить школьную библиотеку в информационно-библиотечный центр. Эта задача стала и перед нашей общеобразовательной организацией. Но прежде чем приступить к работе по созданию в школе информационно-библиотечного центра, мы сопоставили, в чем особенность деятельности школьной библиотеки и школьно-информационно-библиотечного центра. В первую очередь мы изучили нормативные документы. Это Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и концепция развития школьных информационно-библиотечных центров. Наиболее существенные отличия мы представили в таблице. Вот посмотрите на таблицу, да. Если говорить о деятельности библиотекаря в школьной библиотеке, то здесь в школьной библиотеке идет формирование фонда на бумажном носителе и работа с ним, формирование карточного каталога, организация традиционного рабочего места, создание библиотечных путеводителей и указателей на бумажных носителях, составление библиотечных планов. Массовые формы работы – это обычно традиционные, это литературные вечера, литературно-музыкальные композиции и другое. Если говорить о информационно-библиотечном центре, то деятельность библиотекаря здесь идет как формирование разноформатных информационных ресурсов, печатные, мультимедийные, цифровые фонды, доступ к электронным образовательным ресурсам, электронным библиотекам, идет формирование электронного каталога, организация автоматизированного рабочего места библиотекаря, создание сайтов или веб-страниц информационно-библиотечных центров, представление новых библиотечных услуг с использованием ИКТ, интернет-услуги, тиражирование материалов на электронные носители пользователей, копирование материалов, предоставление автоматизированного рабочего места пользователям, консультация по использованию ПК, составление библиотечных, здесь идет проектов и программ, а массовые формы – это активные, дискуссионные, новые формы с использованием ИКТ. Если говорить о структуре, то в школьной библиотеке она состоит из абонента, читального зала или самостоятельной работы с бумажным носителем и книгохранилища. В информационно-библиотечном центре идет абонемент, зона для самостоятельной работы с ресурсами на различных типах носителей, зона для коллективной работы с гибкой организацией пространства, презентационная зона для организации выставок и экспозиций, рекреационная зона для разнообразного досуга и проведения мероприятий, зона хранения фондов, книгохранилища. И здесь идет мобильность, возможность использования информационных ресурсов и технических средств за пределами информационно-библиотечного центра. Если говорить о функции, то в библиотеке она идет информационная, обеспечивающая, образовательная, воспитательная и культурная. Если говорить о информационно-библиотечном центре, здесь идет функция ресурсная, образовательная, информационно-методическая, профориентационная, культурно-просветительская и досуговая. Из таблицы видно, что в школьной библиотеке в основном используются традиционные формы деятельности. В информационно-библиотечном центре, помимо этого, используются новые информационно-коммуникативные технологии, позволяющие на современном уровне наиболее полно удовлетворять потребности всех участников образовательного процесса. Начали мы с разработки проекта, который назывался «Современная образовательная среда. Школьный информационно-библиотечный центр». Мы определили цель. Это преобразование школьной библиотеки в информационно-библиотечный центр, как качественно новый уровень информационно-библиотечного обслуживания участников образовательного процесса. Прежде всего, в рамках реализации проекта была разработана нормативно-правовая база информационно-библиотечного центра. Это положение о школьном информационно-библиотечном центре, правила пользования информационно-библиотечным центром. Переработаны инструкции по охране труда для учащихся, для работников, инструкции по пожарной безопасности. На сайте создана страница школьного информационно-библиотечного центра. Были проанализированы информационные потребности всех участников образовательного процесса и соотношение их с возможностями библиотеки. Мы начали с инвентаризации ресурсов библиотеки, списания устаревшей литературы. В результате был у нас обновлен фонд художественной литературы,
научно-популярная, справочная литература. За период с 2018 года по настоящее время фонд мы обновили на 60%. Обновленный фонд – это хорошее подспорье не только для работы ученикам, но и педагогам. Это наш обновленный фонд, как раз виден на слайдах. Так. Мы начали формировать и медиатеку, которая насчитывает на сегодняшний день 234 экземпляра. Оснащение центра шло за счет республиканского муниципального бюджета и небюджетных средств. Обновили материально-техническую базу школьной библиотеки. Школы было приобретено современное оборудование, 2 интерактивных дисплея, ноутбуки для увеличения количества мест выхода в интернет, 2 многофункциональных устройства для тиражирования учебных и методических материалов, издания библиотеки, цветной принтер, брошюратор и ламинатор для оформления выпускаемой в школе книгоиздательской продукции и научно-исследовательских проектов учащихся. Для того, чтобы обеспечить доступ к ресурсам информационно-библиотечного центра и для удобства работы учеников, необходимо было изменить пространственное зонирование библиотеки. В результате организованы следующие пространственно обособленные зоны. Зона для получения информационных ресурсов во временное пользование – это зона абонента. Зона для самостоятельной работы с ресурсами на различных видах носителей. Зона коллективной работы с гибкой организацией пространства. Презентационная зона. Не всегда срабатывает. Задерживай немножко. Чуть-чуть задержка. Все. Презентационная зона для организации выставок и экспозиций. И зона хранения фондов. Все эти зоны, которые стали уютными и привлекательными, являются не только источником получения информации, но и площадкой для реализации и развития творческих идей пользователя. Сегодня школьный информационно-библиотечный центр обеспечивает доступ к информационным ресурсам сети интернет, обучающим сайтам, таким как Московская электронная школа, Российская электронная школа, Учи.ру, Решу ВПР. При подготовке к ГИА используется как сайт ФИПИ, так и другие образовательные ресурсы, которые дают возможность подготовиться детям к экзаменам. Наряду с книгами на традиционном бумажном носителе наш центр имеет бесплатный доступ к Национальной электронной библиотеке и электронной библиотеке Литрес Школа. Для учащихся и учителей нами созданы базы электронных книг, учебников, учебных пособий, журналов, базы безопасных сайтов для учащихся и учителей, которые всегда доступны и которыми может воспользоваться любой желающий. Быстрая и многоуровневая система информационной безопасности обеспечивает запрет на доступ к вредоносным ресурсам. В настоящее время в центре функционирует автоматизированная информационно-аналитическая система АВЕРС. Это позволяет реализовывать все технологические библиотечные процессы. С этого года введена должность педагога-библиотекаря, функционал которого отличается от должностных обязанностей библиотекаря. Подписаны соглашения о сотрудничестве и организации библиотечного пункта с Вильгардской библиотекой, филиалом и Центральной детской библиотекой. На базе центра сегодня проводятся учебные и внеучебные занятия, открытые уроки, элективные специальные курсы, классные часы, занятия внеурочной деятельности и дополнительного образования, акции, конкурсы, уроки информационной грамотности. Идет активное сотрудничество с Центром дополнительного образования «Точка роста». Проводятся совместные акции, квесты и другое. В рамках целевой модели наставничества, которая внедряется в нашей школе, реализуется программа «Будущий профессионал. Библиотечное дело». Цель – помочь детям раскрыть свой потенциал и определиться с будущей профессией. Центр активно оказывает помощь детям, классным руководителям в подготовке детей к общешкольным мероприятиям. Например, подготовке учащихся к общешкольному конкурсу «Самый классный класс». Ежегодно на 8 марта в школе проходит День самоуправления, где нами оказывается помощь в создании видеороликов о этом дне и другое. Встречаясь в нашем школьном информационно-библиотечном центре, учащиеся разных возрастов учатся не только находить ответ на интересующих их вопрос, пользуясь различными информационными источниками, но и общаться друг с другом. Им приходится
диктовать свои правила общения и следовать им. Ярким примером такого совместного времяпровождения учащихся разного возраста являются настольные игры, которые есть в центре. Таким образом, в ходе реализации проекта на сегодняшний день нам удалось улучшить внешний вид помещения. Имеется пакет документов, необходимых для работы информационно-библиотечного центра в рамках ФГОС. Обеспечили широкий доступ участников образовательных отношений к информационным ресурсам и их свободного доступа к интернету. Расширили услуги информационно-библиотечного центра. Идет постепенное оснащение центра современным оборудованием и пополнение литературой. Повышение уровня информационной компетентности у пользователей для успешной социализации их в современном информационном обществе. Создана страница информационно-библиотечного центра в социальной сети ВКонтакте. Главный результат – это информационно-библиотечный центр стал местом коллективного мышления и творчества, центром формирования информационной и читательской грамотности, творческой лабораторией с мощным когнитивным ресурсом развития и обеспечения качества и глубины мышления личности ребенка. Увеличилось количество участников образовательного процесса, пользующихся услугами информационно-библиотечного центра. Таким образом, школьный информационно-библиотечный центр – это возможность сломать стереотип, что библиотека – это место, где выдают книги. Надо ориентироваться на потребности читателей, не бояться экспериментировать и прислушиваться к читателю, предоставлять пользователям наиболее полный спектр услуг, поддерживать активность пользователей. Спасибо за внимание. Марина Анатольевна, вы нас прям подзадорили. Можно один маленький вопрос? Откуда такое финансирование шикарной библиотеки? Но, по крайней мере, нас поддерживает руководитель образовательной организации, и причем идет поддержка еще от управления образования, которые говорят, надо двигаться вперед. Что и делают представители этой библиотеки, участвуют в этом году в конкурсе «Лучшая школьная библиотека Республики Коми 2020 года. Сегодня вы узнаете результаты. Вот желаем удачи, узнаем о вас немножко больше чуть позже на церемонии награждения. Спасибо вам большое. Отзывы, уважаемые наши слушатели, вы читаете, смотрите. Большое спасибо выражаю всем выступающим. Очень хорошие положительные эмоции у всех. Да? Если будут вопросы, вам напишут. Хорошо, да? спасибо. Спасибо вам большое за обратную связь. Мы приглашаем сейчас Марину Николаевну, педагога библиотекаря средней школы номер 35 города Сыктывкара. Переходим с вами к школьным библиотекам. Они ничем не хуже, а мы не сравниваем, потому что только недавно шипсы были школьными, да? А школьные библиотеки очень многие могут стать уже сейчас шипсами, но думают, раздумывают, но опыт работы у всех достойный, одинаковый, высокий уровень работы. И сегодня Марина Николаевна представляет вашему вниманию цикл мероприятий к юбилею писателя. Это тематическое выступление, представление опыта работы в школьной библиотеке. Марина Николаевна, вам слово. Уточню, меня зовут Мария Николаевна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень рада возможности сегодня присутствовать на этом замечательном нашем мероприятии в Библиохакатоне. Уже не в первый раз. И очень рада возможности получить новый опыт, новые знания. И надеюсь, что будем дальше использовать их в своей работе. Но я хотела бы рассказать немного о опыте своей работы. Надеюсь, что тоже вам будет это интересно и полезно. Ни для кого не секрет из нас, что... Следующий слайд можно. Что дни рождения писателей, юбилеи выхода книг, различные события, связанные с культурой, всегда занимают важную роль в работе любой библиотеки, в том числе и школьной. И в библиотеках оформляются к этим датам выставки, проводятся мероприятия, игры, викторины, литературные часы, конкурсы чтецов и так далее. Главная их цель – это, конечно, пропаганда чтения, знакомство с жизнью, творчеством писателей и воспитание чувства прекрасного у наших детей и подростков. Следующий. Наша библиотека тоже не исключение, и в течение всего года у нас работают выставки, посвященные писателям и книгам-юбилярам. В оформлении выставок мы используем обязательно игровой момент, это может быть викторина, ребус, кроссворд, ну и так далее. По возможности добавляем элементы инсталляции, фотографии, цитаты, чтобы сделать выставку более привлекательной и интересной для читателей.
Уверена, что у вас у всех, уважаемые коллеги, тоже есть свои изюминки, которыми вы с нами поделитесь в оформлении выставок. И сейчас мне хотелось бы более подробно... Хотелось бы более подробно рассказать о мероприятии, о цикле мероприятий, которое проходило в нашей библиотеке не так давно, в октябре этого года, и было посвящено юбилею нашего всеми любимого, известного поэта Сергея Александровича Есенина. Мы назвали его по первым строчкам его стихотворения «Закружилась листва золотая». И сначала мы не планировали, что у нас будет такое масштабное празднование этого мероприятия, просто оформили выставку, подобрали книги, дополнительную литературу, сделали небольшую инсталляцию в виде самоварчика, букета осенних листьев, которые потом мы заменили на букет осенних цветов, так как листья очень быстро опали, домотканый коврик постелили. Ну и, в общем-то, думали, что на этом мы закончим. То есть там были у нас, викторина была небольшая, тоже разработана по творчеству поэта, были подготовлены стихи, мы распечатали их и разместили на большом кленовом листе, и все желающие дети, когда, и преподаватели, приходя в библиотеку, могли познакомиться с творчеством, узнать что-то новое и почитать вслух стихи поэта. Но дело в том, что сама эта выставка, и как-то она вызвала очень большой интерес и большой отклик у наших читателей, и мы поняли, что времени перемен недостаточно для того, чтобы... Дальше можно... чтобы удовлетворить желания и потребности всех наших детей. Вот. Они хотели еще, хотели каких-то подробностей узнать, все хотели почитать вслух стихи. Оказалось, что очень детям этого не хватает, что ли. Они любят как-то проявить себя именно в чтении громком, выразительным стихов. У кого-то это получалось, у кого-то не очень, но все стремились к хорошему результату. И тогда мы решили все-таки уже и по просьбе преподавателей, и по желанию наших детей сделать уже отдельное мероприятие, посвященное Сергею Есенину. В результате мы провели 7 таких мероприятий отдельных для отдельных классов, когда дети приходили к нам организованно и именно приходили в библиотеку. Потому что в библиотеке у нас нет возможности для того, чтобы показать красивую презентацию, видеоролик. Со всеми мероприятиями я выхожу в классы самостоятельно, и там уже проводим на месте. Но так как все завертелось именно вокруг нашей выставки, то мы решили все-таки мероприятие проводить в библиотеке. Ну, ставили там дополнительные скамеечки, как-то немножко что-то там подвигали мебель, и, в общем-то, все поместились. И я думаю, что сейчас мы очень много говорим о разных методах новых работы с книгой чтением, да, по привлечению к чтению детей и подростков. Но опыт показывает, что и старые методы работают очень хорошо. Наши дети, они уже избалованы современными оборудованием, презентациями, какими-то досками вот этими, да, современными. Это все очень здорово, но оказалось, что и такое мероприятие, как просто беседа литературная, как это раньше называлось, да, оно имеет место быть. И достаточно просто книги, библиотекаря, детей, и 40 минут пролетают незаметно, их еще бывает не хватает. То есть я думаю, что мы должны в своей работе совмещать старые проверенные временем методы и, конечно, использовать новые. И вот именно пространство нашей библиотеки такое небольшое, в общем-то, и уютное, оно создает какую-то свою атмосферу. То есть это когда дети все-таки выходят из класса, да, и они находятся именно в помещении библиотеки, то совсем другое получается ощущение. Вот, что хотела еще сказать. В результате краткий обзор как раз и вылился в полноценную литературную беседу. Многие дети у нас готовились дома заранее, то есть знали, что уже пойдут на такое мероприятие, и читали, учили стихи наизусть, кто-то приносил книги с собой, выбирали, видимо, родители помогали, даже некоторые дети читали очень такие взрослые, серьезные стихи. Вот. Для тех, кто не подготовился дома, но хотел очень выразиться, высказаться, мы давали заранее подготовленные книги, и они читали уже вот просто вслух, выразительно, кто как мог, с листа. Следующее можно тоже. И, в общем, мероприятие получилось такое интересное, душевное. Дети читали так замечательно,
выразительно, что мы решили сделать видеоролик, чтобы эта вся красота не пропала, не исчезла, чтобы осталось у нас какое-то приятное воспоминание. И в результате видеоролик мы сняли, и хочу предложить его вашему вниманию, посмотреть то, что у нас получилось. Если хороший. Тихо. Слышишь, он под копытом на снегу. Только серые вороны. Сильно, как оказалось. Вот, и мы тогда просто брали, многие читали одни и те же стихи, мы просто делали нарезку, ну, как бы один начинает, там продолжает, и тот заканчивает. Вот, или просто делили стихотворение на части, и тоже предлагали им. Да, давайте тогда не будем. Вот, там просто у нас хорошая концовка. Ну ладно. Вот, также мне очень понравилось, что учителя у нас приняли активное участие в съемках этого ролика, то есть не отказывались, говорили, ой, что это у вас за выставка, я говорю, не хотите ли почитать, они, конечно, хотим, вот, и, в общем-то, тоже они поучаствовали в этом видеоролике, они у нас там есть, очень мне понравилось, причем там у нас такая пара учитель информатики и учитель русского языка и литературы, очень хорошо у них получилось так на пару, и в конце закончили мы, дети, все хором там, в общем, дочитали одно стихотворение. Вот, и ролик вышел, музыку вот смонтировали, все это сделали, выложили на нашей страничке ВКонтакте, вот, и всем очень понравилось. И само мероприятие, учителя и дети говорили, что вот такие чтения, вот именно такие вот небольшие, не то что конкурсы чтецов, а именно вот то, что они, да, просто читают вслух, вот, и то, что библиотекарь тоже не показывает им презентацию, картинки на экране и так далее, а просто стоит, рассказывает, беседует с ними, рассказывает им о жизни, о творчестве, то детям тоже это интересно, с ними просто нужно иногда поговорить, без всяких этих современных средств. Да вот, и мы решили, что мы будем продолжать эту практику и постараемся, конечно, эти видеоролики снимать ну, регулярно. Такие у нас задумки. Вот. Там можно последние слайды презентации, и там наши контакты будут. Да.
Мгм. Вот. И последняя страничка. Вот наши контакты, страница наша ВКонтакте. На сайте также у нас есть библиотека отдельно, на сайте нашей школы. Так что, пожалуйста, можете писать. Мария Николаевна, большое спасибо за предоставление такой интересной информации. Отрадно и приятно, что многие школьные библиотеки и библиотечные центры открывают группу ВКонтакте. Надо, наверное, нам соединиться, да, обменяться друг с другом и добавить себе на страничку другие школьные библиотеки, чтобы ребята смогли переключаться с одной странички на другую, приходить в гости. Да, спасибо большое. Отзывы все читаете, смотрите, да, что пишут. И у нас следующим выступающим будет Липина Раиса Борисовна, это представитель библиотеки средней общеобразовательной школы Усть-Кулом. Раиса Борисовна, вы готовы выступить? Настаивайте к нам выходить. Вы нас видите? Раиса Борисовна. Нас слышно? Да, слышно. Добрый день. Добрый день, коллеги. Да, пожалуйста, мы даем вам слово для выступления, представить опыт своей работы в сельской школе. Вас приветствует Усть-Куломская средняя школа, Липина Раиса Борисовна, заведующая библиотекой, и Агиева Наталья Васильевна, библиотекарь. Нам хочется рассказать о том, как можно привлечь интерес к своей деятельности у своих читателей, не только у них. У всех вас, наверное, есть аккаунты в социальных сетях. Мы проводим там много времени, общаясь с разными людьми, рассматривая фотографии, читая новости. Вот мы и задумались, а почему бы не создать аккаунт для своей библиотеки, для раскрутки и продвижения нашей работы. Весной, когда все мы ушли на самоизоляцию, работа нашей библиотеки не остановилась. С марта месяца в соцсети ВКонтакте существует группа, которая так и называется «Библиотека МБУСОШ села Усть-Кулом». Да, мы потеряли количественные показатели по посещаемости и книговыдаче, но привлекли новых подписчиков в интернете, которые активно посещают нашу группу, читают в ней новости, участвуют в различных онлайн-акциях нашей библиотеки, ставят лайки, предлагают свои новости. Эти растущие показатели мы видим еженедельно в отчетах, которые нам готовит сайт. Показатели растут, а это говорит о том, что наша группа раскручена, посетителям в ней интересно. Чтобы понять, стоит ли вашей библиотеке заводить аккаунт ВКонтакте, необходимо задать себе несколько вопросов. Что вы там будете писать? Есть ли вам что рассказать? Будет ли вашим пользователям интересно читать и просматривать ваши новости? Будет ли им интересно следить за тем, что происходит в вашей библиотеке? Постарайтесь ответить на эти вопросы, и вам станет понятно, что в сети есть возможность оперативно поделиться самыми последними новостями о событиях в библиотеке, пригласить на очередное мероприятие, а также выложить свежие фото и видео. Ваш аккаунт должен быть брендированным. Придумайте интересный дизайн, аватар, напишите информацию о библиотеке в соответствующее поле. Правильно подобранное изображение аккаунта является элементом фирменного стиля и частью положительного имиджа и престижа библиотеки. О чем же писать? Читаю публикации любого объема и информативности, лишь бы это было интересно. Это могут быть анонсы мероприятия, реклама книг, информация о юбилее писателя, праздничной дате. Никто не читает сплошной текст. Даже если ваша статья самая полезная, нужная и важная, не забывайте о внешнем виде. Разбивайте текст на абзацы. Отмечайте их начало смайликами. Хэштеги лучше поставить в начало поста, так он будет еще привлекательнее для поисковых систем. Особый интерес вызывает наглядная информация. Будьте краткими, позвольте вашему визуальному контенту говорить за вас. Хвастайтесь своими дипломами, сертификатами, отзывами о работе. Это положительно влияет на ваш имидж. Делитесь личными фотографиями. Покажите своим подписчикам, что ваша библиотека классная. Не забывайте о регулярности публикаций. Статьи должны выходить систематически.
Пишите умно и интересно. Освещение с фактов, событий, новостей, афоризмов вашей тематики однозначно заинтересует людей, и они станут следить за вами. Пишите сенсационно, покажите что-то новое и интересное, то, что заставит вступить в сообщество, репостить ваши записи. Пишите разнообразно. Постарайтесь сделать так, чтобы ваши подписчики получали информацию не только по тематике вашего сообщества, но и информацию для разностороннего развития. В нашей группе наибольшую популярность приобрели публикации участников наших сетевых онлайн-акций. В течение этого учебного года у нас прошло уже 6 акций. Это чтение на видео любимых стихотворений Маршака, Блока, Фета, праздничное поздравление с Днем школьных библиотек и с Днем матери, викторина «Волшебный Дед Мороз» на платформе Learning Up. В первой сетевой акции число участников составило всего 9 человек, а в дальнейшем их число увеличилось до 140 участников. Каждый участник акции от нас получает на память электронный сертификат или диплом участника. В сложившихся условиях работы в период пандемии проводимые онлайн-мероприятия с использованием медиаресурсов допустимо учитывать дневники работы, а количество просмотров считать количеством посещений. К таким мероприятиям следует относить виртуальные выставки, видеотрансляции, вебинары, викторины, флешмобы, видеосообщения, конкурсы, акции, квизы, мастер-классы, составление рекомендательных списков, ссылок электронных библиотек, составление подборок с ссылками на сайты театров, музеев, видеолекций и экскурсий, записи концертов и выступлений, исторические справки и так далее. Не так давно в разговоре с одним представителем органов власти нам довелось услышать такую фразу: «В наше время читать не модно, модно сидеть в гаджетах». Проводимые нами сетевые акции доказывают обратное. Читать модно, пусть даже делать это, сидя в гаджетах. Заметно, с каким удовольствием участвуют в мероприятиях не только дети, подростки, но и взрослые. И не только библиотекари, но и педагоги, родители. Ну, правда, в основном только женский пол. Но чтобы привлечь мужчин, на День защитника Отечества мы уже запланировали сетевую акцию «Армейский альбом моего отца». Надеюсь, что участников будет также много. Когда видишь эмоциональное, выразительное чтение произведений, то понимаешь, что современным детям книги так же дороги и ценны, как и в былые времена. Главное – привлечь их, сочетая традиционный и нетрадиционный формат подачи материала. Возможности интернета безграничны. В аккаунты можно выкладывать те же аудиозаписи произведений, видеозаписи фильмов и мультфильмов, проводить на различных платформах викторины, игры, квесты и так далее. Перечень таких платформ также можно найти в поисковике браузера. Освоить их несложно, было бы желание. Не бойтесь вносить новые методы работы в свою деятельность. Да, это отнимает много времени. Порой бывает, что сидишь ночами, придумывая что-то необычное или рассылая сертификаты, но видя результат своего труда, положительные отзывы, благодарности от подписчиков, забываешь о трудностях. Системная и профессиональная работа в сети интернет позволяет даже самой небольшой библиотеке стать для людей видимой и значимой. Наши контакты вы можете увидеть на представленном слайде. Мы открыты и готовы к сотрудничеству со всеми библиотеками. Мы всегда на связи. Спасибо за внимание. Спасибо. Большое спасибо вам за выступление. Это было продолжение нашей темы о группах ВКонтакте. Раиса Борисовна представила сегодня, что можно делать и что представлять в группе ВКонтакте. Я надеюсь, что многие из вас участвовали в акциях, в викторинах, которые проводила эта группа. Да, вот это и есть у нас Раиса Борисовна, которая предлагает вам участвовать в ее акциях и викторинах. Спасибо вам большое. Будем очень рады встрече с вами еще не раз. А мы продолжаем нашу встречу, и у нас с вами в студии, как мы уже говорим, да, Ручева Вера Степановна, представитель лицея номер 1, заведующая библиотекой, представит нам опыт работы как раз с теми, кто немножко повзрослел и начинает активно пользоваться библиотекой. О наших пятиклашках. Вера Степановна, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Галина Владимировна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ну, представление своего образовательного проекта «Время читать» с подзаголовком «Читаем вместе с пятиклассниками»
Хочу начать с наших образовательных стандартов, в которых обозначено, что чтение – фундамент всех образовательных результатов. В связи с этим повышается роль книги и значение библиотеки в жизни школьников. В нашем лицее обучаются дети с 5 класса, приходят сюда впервые. Поэтому очень важно эту работу по привлечению к чтению, ребят, начинать именно с 5 класса в нашем лицее. Поэтому я попыталась в своей работе систематизировать эту работу, сделать так, чтобы ребята все-таки не потеряли своего интереса к чтению. Мой образовательный проект проходит в 3 этапа. Так, цели проекта я уже не обозначила. Итак, 3 этапа. Первый подготовительный, основной этап и заключительный. С чего он начинается? Первый, значит, этап подготовительный. В начале сентября мы обязательно ребят приглашаем на экскурсию в нашу библиотеку, но не только с целью познакомиться со структурой библиотеки, рассказать им об основных библиотечных понятиях, таких как абонемент, читальный зал, но еще и рассказать им о функциях библиотеки, то есть каким образом они могут здесь не только находить нужную книгу, но и еще делать свои исследовательские проектные работы, как можно работать с компьютерами, что нужно, где найти справочную литературу. Вот это было очень важно, чтобы ребята могли ориентироваться в нашей библиотеке, познакомившись с правилами поведения в ней. Далее, основной этап, я начинаю с анкетирования. Анкетирование «Я читатель». Какие мы читатели, вернее? Итак, что же дает мне эта анкета? Анкета, во-первых, проводится инкогнито. Я хотела, чтобы ребята достаточно откровенно говорили о своих предпочтениях к чтению. Любят ли они читать, почему они читают, что они выбирают и так далее. Что мне это дает как библиотекарю? Мне это дает возможность спроектировать с ними дальнейшую работу, выбрать то, что нужно пятиклассникам. Ну вот анализ анкет уже показал, что в лицей пришли достаточно читающие дети, 75% написали, что они любят читать книги. Следовательно, мне нужно, как библиотекарю, поддержать вот этот интерес к чтению у детей. И далее, после анкетирования, значит, следующая встреча наша посвящена электронным читательским дневникам. Это новая форма работы. Так, не могу перелистать слайд. Извините. Угу. Да, все. Итак, электронный читательский дневник. Я когда-то уже опробировала эту работу с пятиклассниками, и мне она очень понравилась. Чем она привлекает? Ну, во-первых, возможностью не рукописно писать, как в начальных классах они вели читательские дневники, а уже в электронном виде. Это как бы повышает их на более высокий уровень, и они учатся навыкам самостоятельного отбора информации, учатся развитию, это позволяет развивать информационную грамотность учащихся. Но это не зря проводится. Начало положено было вот в сентябре месяце, а конец этой работы будет на заключительном этапе, о чем я позже вам тоже скажу. Ну вот предлагаю вам им один из форм читательского дневника, да. И кто не умеет, кто не умеет пользоваться интернетом, кто не умеет делать презентации, я приглашаю в свою библиотеку, и мы с ними вместе это делаем. Далее, следующий этап моего проекта заключается следующим мероприятием проекта является проведение библиотечного урока по выбору книг. Не могу перелистнуть. Как правильно выбрать книгу? Я считаю, что в 5 классе это очень важная работа, поскольку дети, приходя в библиотеку, выбирают книги прежде всего по яркой обложке, ну и так далее. В ходе вот такого небольшого мини-исследования мы с ними составляем дорожную карту читателя. Сейчас покажет следующий.
листается. Дорожная карта читателя, мы с ними составляем ее вместе. И затем я предлагаю им книги, которые они не читали, и они представляют эти книги вот по этой карте, должны представить. Мне было отрадно после проведенного этого урока, что дети, приходя в библиотеку, слышат такие разговоры, что спрашивают друг друга: ты аннотацию нашел? Вот это, я считаю, уже положительным этапом этой работы. Далее, поскольку... Так, перелисталась. Еще. Ага. Да, следующий, пожалуйста. Поскольку дети в своих анкетах в качестве любимых книг выбирают прежде всего зарубежных авторов, никому это не секрет, это Гарри Поттера, это «Приключения Робинсона Круза», Тома Сойера и так далее, то, конечно же, моя задача, опять же, заключается в том, чтобы знакомить их с русской литературой, которую они, к сожалению, знают не всегда хорошо. В этом году знакомство с русской литературой я начала с замечательного русского писателя Саши Черного с его рассказом. К сожалению, этот писатель очень мало дан в школьной программе, ему исполнилось 140 лет. И на уроке, посвященному творчеству этого писателя и его рассказу «Необыкновенная история», прилагается разработка этого урока у меня в приложении, можете потом обратить внимание, то... Значит, я применяю метод, один из приемов критического мышления – это чтение с остановками, что позволяет ребятам додумывать за писателя, это очень активизирует их мыслительную деятельность и прививает навыки смыслового чтения. После этого урока в качестве домашнего задания они получают задание самим побыть в роли писателя-юмориста по группам или самостоятельно и составить свой юмористический рассказ. Но знакомство с этим писателем не заканчивается на этом уроке, поскольку следующий этап, перелистните, пожалуйста, следующий этап – это акция «Прочитай на перемене». Но поскольку этот урок у меня совпал с декадой школьных библиотек, то вот эту акцию «Прочитай на перемене» как раз я посвятила Саше Черному. Я распечатала небольшие рассказы Саши Черного, поместила их в классе, и ребята читали их на перемене, причем соревновались 2 класса, и оставляли свои отзывы. Эта работа тоже дала свои плоды. Так, пожалуйста, следующее. Вот эта картинка того, как мы это разместили, и следующее. Итак, значит, во втором полугодии знакомство с русской литературой, с лучшими ее авторами, продолжаю по Альберту Лиханову с его рассказом, вернее, с его произведением, романом для детей «Мой генерал». И здесь я уже в тандеме с учителями литературы буду проводить читательскую конференцию по данному произведению. Далее, я думаю, что это произведение не оставит никого равнодушным. Следующий этап моего проекта посвящен привитию чувства прекрасного. И на этот раз я запланировала это на уроках, посвященных лирике, и посвятила их столетию Республики Коми. Ну, во-первых, это знакомство с нашими ухтинскими писателями. Есть у нас замечательная ухтинская писательница Валентина Лызлова. И совместно с детской библиотекой имени Гайдара мы будем проводить в марте месяце вот этот урок, который будет называться «Экологические стихи» Валентины Лызловой. Ну, а продолжением этой работы будет конкурс чтецов «Живая классика», посвященная столетию Республики Коми. И я так в малом формате, в 2-5 классах буду проводить его, в марте месяце. Итак, это был основной этап моего проекта, и заключительный этап – это как раз-таки читательские баттлы. Следующий этап – что такое читательские баттлы? Тоже мной апробированная уже работа. Ребята представляют свои читательские дневники, будет это в конце апреля месяца, и мы будем путем голосования выбирать лучшего читателя года с вручением ему почетной грамоты. Апробировано мною, очень советую, потому что это действительно очень интересно, где ребята делятся своими впечатлениями о книгах, они прочитали, и стимулируют, самое главное, их
интерес к чтению. Ну, я хочу сказать, что больших пока результатов я не могу определить, но в качестве такого приятной новости, что дети действительно стали чаще посещать библиотеку, именно пятиклассники. Меня пока волнуют пятиклассники. Но это пока сейчас волнует пятиклассники. А дальше, да, ребята из 5 класса взяли читать в качестве проекта работу «История библиотеки лицея номер 1», что тоже отрадно. То есть интерес к библиотеке у них появился. Значит, но вы понимаете, что такая работа не должна быть в течение только 1 года. И дальше в 6, 7, 8 классе я также буду проводить, составлять алгоритм мероприятий для этих ребят, используя самые различные. Сегодня прозвучало очень интересных моментов. И я, конечно же, возьму на вооружение эти моменты, чтобы разнообразить эти мероприятия по привлечению к чтению. Это все-таки самая главная наша задача. Я в этом твердо убеждена и уверена. И в заключение хочу сказать, что на будущий год я уже наметила себе план работы по прекрасному проекту, программе, вернее, профессора Лизинского. Называется она «ЧОК. Чтение, образование, культура», которая была опубликована в 7 номере журнала «Завуч». Посмотрите, пожалуйста, очень интересная статья. Ну, на этом мое выступление завершу. Спасибо всем за внимание. Уважаемые слушатели, Вера Степановна представила нам свой проект. Отмечу, что так получилось, что большая часть наших выступающих сегодня – это участники республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека Республики Коми» этого года. Все дело в том, что когда составлялся список выступающих, никто не знал, что они будут участниками. И пусть у вас не складывается мнение, что выбраны только те, кто вышел в финал. Нет, это как раз сегодня выступают те, кто работает, кому это нравится, кто делает очень много интересного и готов представить это на республику всем тем, кто слушает нас, видит в прямом эфире. Напомню, что торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса будет проходить сегодня в 12:30 на этой же платформе. Так что вы можете посмотреть, кто же у нас вышел в финал и занял какие места. Мы продолжаем нашу встречу. Если посмотреть в чат, библиотекари благодарят друг друга за выступление, говорят, что у них похожие есть, да, берут на вооружение все, что вы представляете. И у нас на связи для подключения Лалаева Любовь Венеровна. Любовь Венеровна, вы можете к нам присоединиться? Да, я готова. Каджирон. Я готова. Да, добрый день. Мы очень рады встрече с вами. Любовь Венеровна представит работу поселка Каджирон. Любовь Венеровна, у вас минут 7 для выступления. Пожалуйста, слушаем вас очень внимательно. Так, презентация. Презентация у меня пока висит старая, предыдущая. Помогите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю школьную библиотеку поселка Каджирон, Лалаева Любовь Венеровна. Так, все, презентация поехала. Итак, модернизация морально и технически устаревшей школьной библиотеки – это веление времени и требования в ГОС. Если материальная составляющая – это дело времени, то обновление работы возможно начать уже сегодня, не дожидаясь, пока в школе появится информационный центр. В каких-то школах это произойдет еще очень скоро. Что же делать, если условия именно таковы? Фонд устарел, техника на уровне одного компьютера и принтера, интерьеры далеки от современных представлений о комфортно-привлекательной среде. Ответ я вижу таким: делай то, что зависит лично от тебя. И поэтому сейчас я вам предложу слайд, в котором первоочередные задачи. И первое – это все-таки нужно создать
проект модернизации. Любовь Владимировна, мы потеряли связь с вами. Я понимаю всю ситуацию, и наши присутствующие, кто слушает, тоже. Это как Жером, связь не очень хорошая. Любовь Владимировна выступает из дома, есть связь лучше. Ну вот, однако, заминки получаются. Любовь Владимировна, ваша презентация остается у нас на платформе. Участники смогут посмотреть и познакомиться с материалом, который вы хотели сегодня представить. Извиняемся за такое подключение, ничего страшного не происходит. С презентацией мы познакомимся. Если будет возможность, мы вас подключим после всех выступающих. Спасибо большое. Презентацию мы посмотрим и будем иметь в виду, что вы хотели сказать. У нас с вами очень серьезная тема разговора, которую не трогал никто. Федеральный информационный библиотечный центр поднимал этот вопрос, но ответа на него не нашел. А мы с вами попробуем начать. Тему работы библиотекаря с детьми с ограниченными возможностями не поднимал никто. Сегодня на нашем библиохакатоне у нас есть два представителя этих школ, которые расскажут и о своей проблематике, и как они выходят из положения, как работники библиотеки. У нас с вами сейчас у нас с вами на готовом выступлении Исакова Александра Петровна, заведующая библиотекой специальной коррекционной школы-интерната номер 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без причины родителей города Сыктывкара. Александра Петровна представит вам шикарную работу, которая может пригодиться и всем, кто работает с детьми в простой школе. Подойдите, посмотрите. Нашли? Так, сейчас мы найдем презентацию, и у нас будет выступать еще Елена Анатольевна Новинская, это библиотекарь специальной коррекционной школы номер 41. Поднимет эту же тему, вот как раз она и нам предложит выход из положения. Пожалуйста. Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу поделиться опытом работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Одно из направлений работы школьной библиотеки – это сотрудничество с учреждениями культуры как ресурс для социализации воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Цели библиотеки относятся с целями школы-интерната, формирование общей культуры личности воспитанников на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации жизни в обществе. Не вижу. Нет, это не то. Хорошо. Нет. Начало презентации можно, пожалуйста? Угу. Вот цели и задачи библиотеки. Расширить кругозор воспитанников, привить интерес к чтению, помочь адаптироваться вновь прибывшим детям в различных сферах деятельности. Популяризация детской литературы. В нашей библиотеке В нашей библиотеке ведется комплексная работа по социализации воспитанников ограниченными возможностями здоровья путем сотрудничества с учреждениями культуры. Коллектив школы-интерната номер 3 сотрудничает с различными муниципальными городскими учреждениями культуры, районным советом ветеранов, оказываем помощь ветеранам Великой Отечественной войны, детям войны, ветеранам тыла. На праздниках активно участвуем в различных акциях, а также проводим часы мужества с приглашением ветеранов Афганистана. Не идет. Следующий. Ага, хорошо. Хочу показать комплексную работу библиотеки по социализации на примере изучения родного края. В библиотеке организуем книжную выставку. Далее проводится литературный час на тему «Уголки родного края, воспетые Есениным в стихах». Это на примере. На следующем занятии
Можно следующий слайд? Мгм. Ага. На следующем занятии мы посетили выставочный зал детской художественной школы. В Центре детского творчества посмотрели выставку картин «Природа в картинах юных художников Инты», посмотрели видеопрезентации и там же провели с ними мастер-класс нетрадиционной техники монотипия. Рисовали зимний пейзаж под руководством педагогов-художников. Следующий. Приобретенные на мастер-классах навыки ребята могут применить при изготовлении открыток, подарков, украшения своего дома. Затем в интернате, следующий нужно, проходит выставка работ и викторина по этой теме. Сотрудничаем и с другими библиотеками района и города, где по нашей просьбе сотрудники библиотеки готовят мероприятия по изучаемой теме. В школе дети читают книги выбранного писателя, а викторина, например, проходит в библиотеке Шондевой или в библиотеке имени Ивана Алексеевича Куратова. В библиотеке Светоч активно принимаем участие в мероприятиях «Библионочь». Также сотрудничаем с Коми Национальной библиотекой Республики Коми. Комплекс информационно-библиотечного обслуживания. Называется КИБА, библиотека на колесах. На базе нашего учреждения сотрудники библиотеки проводят различные плановые мероприятия. На неделе детской книги читатели библиотеки посещают экскурсию в Национальную детскую библиотеку Республики Коми имени Самуила Яковлевича Маршака, юношескую библиотеку Республики Коми. Таким образом, изучая одну тему, воспитанники получают развитие по различным направлениям. Наша школьная библиотека старается осветить больше учреждений культуры с целью совместной работы. Посещаем литературно-театральный музей имени Дьяконова, смотрим экскурсии по теме. Принимаем участие, следующий слайд можно? Принимаем участие в конкурсе чтецов по коми писателям и поэтам. Посещаем традиционное мероприятие «Ночь в музее». Также посещаем Дом культуры Бумажников, ходим на спектакли, концерты, выступаем на муниципальном инклюзивном конкурсе фестивале «С верой, надеждой и любовью» номинации «Художественное слово». К Дню воинской славы России также посещаем запланированные экскурсии в Музей боевой славы на базе Центра детского творчества. Следующий. На базе Центра детского творчества. 13 октября проходит день и следующий. 13 октября проходит День памяти народного учителя Александра Александровича Католикова. В нашей библиотеке тоже к этому знаменательному дню сложилась традиция организовывать выставку книг, выставку с обзором книг, показывать видеопрезентации, где читатели знакомятся с биографией народного учителя. А затем выезжаем в мемориальный музей, кабинет народного учителя СССР Александра Александровича Католикова. И следующий. И таким образом библиотека школы-интерната проводит целенаправленную работу для социализации детей с интеллектуальными нарушениями путем сотрудничества с учреждениями культуры. Все, спасибо за внимание. Александра Петровна, большое спасибо за выступление. Я думаю, этот опыт может взять любая школа нашей республики. Был представлен опыт взаимодействия с другими ведомствами Республики Коми. И у нас с вами Новинская Елена Анатольевна представит сейчас опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Елена Анатольевна, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Приятно было, конечно, слушать всех, кто выступал. Я даже не знаю, затрудняюсь, чем я могу вообще вам быть интересно, но немножечко вам расскажу об особенностях нашей работы. Вообще я пришла именно в школьную библиотеку 15 лет назад. Это была специальная коррекционная школа для детей с умственной отсталостью. Сейчас это называется
с интеллектуальными нарушениями. И была вообще удивлена, что есть совершенно другие дети, которые чисто внешне могут не отличаться от обычных. Но уровень понимания, уровень интереса к книге, к чтению настолько другой, ну, чтобы не использовать других каких-то резких слов, что меня это очень удивило. Я, конечно, обратилась сразу к своим коллегам, которым работала раньше и много сотрудничала, в библиотеку Маршака, нашим уважаемым коллегам, которые просто каждый может дать тебе 1000 советов, которые можно использовать каждый день и, как сказать, успешно работать. И они мне сказали, что, Лена, ты стала тревожной, тебе, наверное, эта работа не подойдет, это очень трудная тема, и, может быть, лучше поискать другую нишу и перейти в другую библиотеку. Вот с этого все началось. Так, потом даже библиотека Маршака объявила конкурс на творчество Александра Сергеевича Пушкина. Нужно было представить различные поделки. И тогда я тоже так задумалась из опыта предыдущей работы и обратилась именно к... Потому что, значит, еще не сказала, что специальная коррекционная школа – это много очень уроков труда, где дети занимаются именно профессиональным, подготовкой к профессиональным дальнейшему работе. Вот. К швейникам. И мы, значит, сделали так, что мы читали вслух и с теми детьми, кто умеет читать, и я читала, и учительница. И после этого мы решили, что сделаю такую красивую поделку, как панно по сказкам Пушкина. И мы заняли тоже, по-моему, 1-е или 2-е место, не помню сейчас уже. Вот. И с этого началось вот именно поиск этих подходов, как работать с такими детьми. Безусловно, что они какие-то большие произведения прочитать не могут. И сегодня буквально вот продумывая, что же такое рассказать. Вот можно, значит, на таком примере, что лет 10-15 назад в нашей школе, ну, допустим, вот количество 100% обучающихся ходят в школу, и 10%, например, обучаются дома по медицинским показаниям. Что это значит? Это значит, ребенок учится дома, к нему приходит учитель индивидуального обучения, то есть он как получается, что выпадает из нашего социума школьного, но он тоже в это же время является и учеником, и читателем, потому что он пользуется учебниками и так далее. Для того, чтобы как-то их притянуть, что есть такая библиотека, что есть правила, что есть возможность даже тем, кто учится дома, брать книги. Через классных руководителей, через учителей индивидуального обучения я стала либо передавать книги, ну и так далее, либо приглашать на какие-то мероприятия. Это вот одно направление. В этом году скажу статистику такую, что из 120 обучающихся 50 индивидуального обучения. Что это значит? Это значит, меняется общество, меняется, как скажем, здоровье молодого, нового поколения. Дети не просто с умственной отсталостью, интеллектуальными нарушениями, а это с тяжелыми множественными нарушениями, у которых основное – это, конечно, умственная отсталость, а дополнительно еще какие-то сопутствующие нарушения, это могут быть физические. Так, что-то отключусь. И так далее. Что можно вообще делать в такой ситуации? Дело в том, что эти дети не могут даже читать. То есть они не научатся даже в ближайшее время, может быть, и не знаю. И теперь у нас такой предмет есть, для них не чтение, а с введением в гособразование обучение с умственной отсталостью, такой предмет, как речь и альтернативная коммуникация. То есть что это значит? То есть ребенок не говорит, учитель приходит, и они начинают вот коммуницировать. То есть вот мы еще находимся в такой стадии, что мы ищем вот эти все подходы, способы, приемы. То есть вот у меня теперь такая есть категория читателей,
которые как будто бы читатели, но как будто бы не очень читатели. То есть вот такая проблема. И, наверное, в такой ситуации ты чувствуешь себя как будто бы не очень компетентным. И как бы, может быть, перескакивая, может быть, это и подвинуло меня к тому, что я получила еще дополнительное образование, не только как работник культуры, да, библиотеки, библиотекарь, библиотечное образование, но и получила педагогическое образование и еще образование дефектолога. И когда я пришла работать в эту школу, то у меня, значит, ну, это сейчас по новей взяла специально вам показать, да, настольной книгой стала справочник дефектология, потому что все было непонятно, кто такие аутисты, кто такие дети с умственной отсталостью, потому что когда я училась на библиотекаре, у нас таких понятий просто не было. Вот. Еще хочу сказать, что особенность этих детей в том, что они очень нуждаются в таких книгах, которые, специально взяла вот учебники, например, 2 класса показать, чтобы у них было представление то, о чем мы читаем, да, то есть чтобы можно было по картинкам, работая на предмете чтения, показать, рассказать, чтобы ребенку быстрее запомнить и понять. То есть по этому же принципу я пошла при подготовке мероприятий именно для этой категории детей. Слушала, внимательно наблюдала за своими коллегами, как они, значит, сначала немножко взяли тему, потом повторили что-то, потом поиграли, потом какие-то динамические паузы, потому что эти дети настолько утомляемые, что в таком понятии, как вот, например, лекция или там вот такая беседа, они даже физически тебя не будут не слушать и ничего не поймут. И то есть ты будешь готовиться, а выхлопа не будет, результата какого-то. Вот, поэтому коррекционные приемы наших коллег, я, конечно, тоже... Сокращаться? Ага. Да, и, к сожалению, вот новые учебники по ВГОС пришли, перепрыгивая с одного на другое, например, для 5 класса. Они уже совсем другие. И когда я говорю, что давайте читать, они не проявляют просто такого интереса, который бы... Вот я слышу, что ваши дети все бегут и хотят и читать. А нам приходится придумывать, вот продумывать такие даже конкурсы чтецов. И я вот, например, считаю, что их нужно проводить в классе. То есть это такая группа, которая не знают друг друга. Они понимают уже, что, допустим, один говорит, другой не очень говорит. И даже стихи мы, значит, с учителями договорились так. Читают стихи все. Даже те, кто не могут говорить. То есть он будет либо начинать слово «учитель помогает», либо библиотекарь и в таком духе. В общем, у нас всяких много вариантов. И, видимо, развиваться у нас есть куда. Какой-то определенный вектор мы для себя тоже определяем, потому что насколько слабее наши, видимо, по интеллектуальным возможностям наши читатели, настолько выше должны быть специалисты, которые с ними работают. И, конечно, мы работаем все вместе, большим коллективом специалистов, это и логопеды, и все учителя, и классные руководители, и начальное звено, и наш руководитель, и заместители, то есть мы все в такой, как получается, в связке группы, мы все заинтересованы. И еще особенность в том, что часть родителей, сейчас я уже буду заканчивать, часть родителей не владеет вот этими новыми информационными, да, ни платформами, ни телефонами, то есть это тоже, видимо, одна какая-то ниша, когда нужно будет их образовывать, учить, потому что в силу того, что родители, многие являются уже выпускниками нашей школы, то есть это уже семейные какие-то семейные группы, и которым тоже нужна очень наша помощь, потому что вот пандемия, например, показала, что не все могут пользоваться сайтом школы, не говоря о том, чтобы в библиотеку будут какие-то ролики выкладывать или там списки, но все равно нужно двигаться в этом направлении, безусловно, и учителя даже носили на дом этим детям задания, потому что не могли воспользоваться современными контентами и так далее. То есть нужно понимать обществу, что это требование времени, да, и требование общества, что нужно обращать внимание на таких учеников, в том числе и читателей, и родителей. Спасибо за внимание. Не знаю, Спасибо, Елена Анатольевна. Я думаю, что для работы таких школ можно позаимствовать сеть библиотекарем, да, и использовать для работы с детьми в начальной школе. Мы благодарим сегодня всех участников.
выступающих и тех, кто слушал нас, за работу на библиохакатоне. Читая отзывы в чате, мы понимаем, что такие встречи нужны среди сотрудников библиотек. Я думаю, это будет стартом неких встреч, циклов вебинаров, где будет представлен опыт работы других школ. Это было только начало. Мы готовы послушать опыт работы и других работников, кто готов выступить на республиканском уровне. Раиса Борисовна благодарит всех участников, да, пишет, передайте благодарность тем, кто участвует в ее акциях и викторинах в группе ВКонтакте. Все отзывы вы можете написать в чате, написать на электронную почту нашего института образования, для того, чтобы мы на следующий год с вами выстроили некую работу по тому, как мы будем с вами взаимодействовать на следующий год. Всем большое спасибо за внимание. И напоминаю, что в 12 часов 30 минут у нас будет проходить церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека Республики Коми». Спасибо большое, до свидания. 30 минут перерыв и будет церемония награждения.